Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь. Любовь, отношения для овнов. Посмотрим, что будет в разных вариантах ваших отношений. Посмотрим те, кто в паре, те, кто в поиске партнера, те, кто в ссоре, те, кто расстались недавно. А теперь те, кто недавно встречается, те, кто давно встречается, те, кто вместе живут без регистрации, и те, кто в браке. Подсказывать будем из колоды цыганской. Посмотрим, что будет у нас у овнов в отношениях, в любви, в личной жизни. Итак, те, кто у нас без пары, посмотрите, как меняется у вас жизнь. Вы действительно меняете свой статус здесь. Скорее всего, у вас здесь произойдет какая-то ситуация, очень подходящая для того, чтобы у вас встреча произошла. Вообще у нас по шестерке мечей всегда происходят перемены, но они тогда происходят, когда мы готовы. И вот вы, видимо, готовы здесь к встрече нового партнера. Видите, такой мостик есть, то есть обстоятельства сложатся так, что вот встреча может произойти. Но опять же, эта карта у нас младшего аркана, это значит, от вас зависит очень многое, от поведения того человека, с которым вы должны встретиться. Давайте посмотрим, что тут будет за человек. Этот человек будет старше вас, это будет человек серьезный. Он, если, допустим, хочет отношений, то только в браке. Он готов и предложение сделать, да, он готов и как-то проявить настойчивость, заботиться готов. Очень хорошие здесь могут быть взаимоотношения. А кроме того, здесь как бы все серьезно, да, никакой легкомысленности нет. И человек, скорее всего, как бы очень достойный в том плане, что у него и работа есть, и какое-то стабильное материальное положение. В общем, человек, на которого действительно можно положиться, человек, который может вас и подарками порадовать, да, он может взять на себя ответственность, он, в принципе, вообще человек ответственный по природе. Так что очень хорошая здесь возможность для тех, кто без пары пока что, да, июнь может принести вам новую любовь. Теперь те, кто у нас в ссоре. Здесь девятка мечей. Эта карта у нас всегда такая тревожная. Это карта, которая говорит о том, что мы лишь зря переживаем, энергию тратим впустую, да. И давайте посмотрим, будет ли у нас здесь примирение. Семерка пиковая. Вы можете, в принципе, звонить, писать, вы можете какой-то подход искать к своему близкому человеку. И вот у вас здесь вполне может быть примирение. Причем, знаете, обстоятельства так сложатся. Может быть, даже вы здесь, ну, как бы будете пытаться, а потом как-то так жизнь повернется, что у вас просто вот примирение произойдет и все. То есть у вас, в принципе, здесь очень хорошие возможности для примирения, для возвращения вашего партнера, либо вы сами захотите возвратиться. Теперь те, кто у нас расстался недавно, да, с партнером, это может быть просто расставание, это может быть развод, и здесь умеренность. Карта очень хорошая, которая говорит о том, что вы, в принципе, расстаетесь мирно, вы можете договориться, вы можете поделиться. В общем, здесь все, в принципе, очень даже спокойно и хорошо. Вот, скорее всего, здесь даже нужно будет оформлять какие-то документы, да, либо вы будете договариваться устно о чем-то. И, в принципе, может быть, даже будут какие-то сложности, эмоции какие-то будут, но вы это будете быстро успокаивать, быстро успокаиваться, будете находить возможности для решения. В общем, в принципе, вы знаете, для вас этот этот развод, это разделение, оно на благо, потому что вот у вас восьмерка бубновая выпадает. Это вот скорые новые отношения, очень счастливые, очень хорошие для вас. То есть вот эти отношения, которые были, они вас многому научили. Вы не будете уже повторять тех ошибок, которые были раньше. И у вас вот здесь вот прям счастливые отношения по судьбе. Они эти тоже были по судьбе, да, но просто уже время им пришло закончиться, видимо. А сейчас вот вас ждут новые. Теперь смотрим те, кто у нас начал недавно встречаться. Здесь выпадает карта жрица. Хорошая карта. Вот посмотрите, здесь два таких деревца, два росточка и жрица, которая их объединяет. То есть это, скорее всего, встреча у вас по судьбе произошла, и вы действительно можете долгое время быть с этим человеком и семью построить и все прочее. Давайте посмотрим, что тут интересного может происходить у вас.
Ну, смотрите, вы будете решать, остаться вам с этим человеком или закончить с ним отношения. Вот если будет много трудностей, каких-то разочарований, и либо вы увидите, что человек вас обманывает или как-то манипулирует вами, вы будете искать человека такого, который вам подходит. То есть вы как бы новую встречу себе тут можете организовать. Или, допустим, если вы поймете, что этот человек достоин вашего доверия, тогда вот у вас все будет очень серьезно. Вы как будто бы, знаете, позволите этому человеку войти в вашу жизнь. А теперь следующая у нас карта – это те, кто давно встречается, и здесь будут большие перемены. Здесь вот, знаете, перемены статуса, возможно, будет предложение руки и сердца, возможно, вы просто как-то в отношениях что-то будете менять, может, больше доверия, да. Вообще вот эта карта, когда два человека, мужчина и женщина, начинают искать, кто главный в отношениях, кто за кем последнее слово, да, и вот здесь у вас может быть вот, ну, как бы выяснение даже такого рода, да, а может быть это будет просто выход из какой-то сложной ситуации для вас, это может быть выход из того прежнего состояния, положения, в котором вы до этого времени находились, да, то есть это новый статус может быть вполне, то есть от тех людей, которые давно встречаются, вы принимаете решение, либо вы выходите вообще из отношений, либо вы переходите на новый уровень, то есть заключаете брак, или, допустим, вместе жить начинаете, да, тут еще может быть вы просто давно встречались и как бы вместе не жили еще, то есть в любом случае тут какая-то перемена. Давайте посмотрим к лучшему это, да, посмотрите, это действительно какой-то выбор очень серьезный для вас. И здесь, знаете, может быть, будут проблемы какие-то с работой, с деньгами, да, и вот то, что сейчас в жизни, в мире происходит, оно как-то повлияет, оно вас как-то подтолкнет. Вот это подтолкнет оставить отношения, да, это заставит вас больше друг о друге заботиться. Вам захочется, знаете, чтобы вот ваш человек был вам, ну, вот этот ваш человек, с которым вы давно встречаетесь, чтобы он вам был такой опорой, да, вам легче просто, когда рядом с вами этот человек в эти трудные времена. Здесь упрочняются ваши отношения, переходят на новый уровень. Теперь те, кто вместе живет без регистрации. Здесь у нас карта суд выпадает. Но здесь очень серьезная, да, тут как бы возрождение отношений, возрождение семьи. У нас карта традиционно имеет такое значение. То есть для вас тут, скорее всего, создание семьи. Так, смотрим, восьмерка трефовая, да, говорит о том, что вы, скорее всего, столкнетесь с какой-то ситуацией очень эмоционально вас затрагивающей, да, ну, вас и вашего партнера. Скорее всего, может быть, какая-то тайна откроется, может быть, ваш партнер, допустим, с кем-то тайно переписывался, да, или, может быть, что-то вам не договорил, не досказал. Из-за этого могут быть сложности, проблемы. Так, сможете ли вы их решить? Да, вы сможете мирно это все разрешить, договориться. Вот смотрите, для вас этот месяц очень важный. Для вас это будет как бы такой переходный период, когда либо вы становитесь семьей, либо вы можете вообще даже прекратить отношения. То есть лучше, конечно, договориться, лучше, чтобы все прояснить не было, чтобы никаких тайн, да, и так далее. То есть решить вопрос, но не так, как вы привыкли его решать, а как-то в обход, как-то другими методами и способами. Теперь те, кто в браке, у нас выпадает карта императрица, а это значит просто замечательный месяц для вас. Это будет комфорт, это будет хорошие отношения, это будет, знаете, взаимное уважение, это будет возможность разрешить какие-то ссоры, поехать куда-то вместе, да, вот вместе денежки потратить на что-то приятное, что-то купить необходимое. То есть у вас, в принципе, здесь и по деньгам, и по чувствам, и вот по комфорту просто замечательный такой месяц. Давайте посмотрим, что тут еще у вас будет. Ну, будет какая-то ситуация, скорее всего, сложная, связанная с деньгами.
но потом все здесь решится. То есть у вас в основном тут все в деньги упирается или, допустим, в отпуск, да, как вы его проведете. Может быть, конечно, и ситуация с детьми, допустим, может быть, из-за детей не можете куда-то поехать или еще что-то в этом роде. Но в любом случае у вас здесь разрешение ситуации будет, то есть она возникнет и исчезнет. Разрешится очень удачно. Давайте посмотрим совет на отношения в июне Овнам. Да, посмотрим, что будет важно такого сделать, что понять. Ну, во-первых, смотрите, одни восьмерки у нас тут выпали, а восьмерки — это карты судьбы, карты кармические. То есть, скорее всего, будет много ситуаций, которые будут вас ограничивать. Это, скорее всего, ситуации как ваши личные по судьбе, так и как бы в обществе. Да, вот этот карантин, как самоизоляция, все-таки какие-то здесь ограничения еще остаются. Вам приходится эти ограничения и в семье терпеть, да, вам приходится эти ограничения терпеть и в работе, и в финансах. И вот это как бы самое трудное для вас. То есть если вы будете чувства ставить как бы на первый план, когда вы будете заботиться о себе, о своем настроении, да, тогда будет всем хорошо. То есть не нужно заботиться слишком о своем партнере, заботьтесь о себе, чтобы вам было хорошо и счастливо, а тогда рядом с вами будет хорошо и счастливо вашему партнеру. И помните, что все эти ограничения, они когда-то заканчиваются, а любовь для вас вот как бы самое важное. Поэтому желаю вам удачи, счастья и всего самого доброго в ваших отношениях. Всего вам доброго, до свидания.